Как открыть свой бизнес? Этот вопрос задают себе сотни тысяч людей. Особенно эта тема актуальна в нашем регионе, где очень развита купля-продажа. Рынки полны всевозможной продукцией, а количество магазинов постоянно увеличивается. По этой причине у многих опускаются руки. Мысли о том, что все идеи для предпринимательства уже использованы, останавливают молодых предпринимателей, и на этом все заканчивается. Начинающий бизнесмен из города Камрад, открывая свой бизнес, основывался на других принципах. Он нашел свой способ заработка, исходя из потребностей населения. Молодой человек открыл производство по изготовлению деревянной тары. Как показало время, эта деятельность нашла спрос. И сейчас молодой бизнесмен рассказывает, с чего все начиналось и откуда он черпал знания, которые в этом ему помогли. Идей не было. Были запросы людей, которые обращались за ящиками. Ну, соответственно, обнаружили то, что ниша пустая, рынок пустой. То есть можно входить, зарабатывать деньги. Вот. И конкуренции нет. В Гагаузии мы единственные, кто производим эту тару. Опыта мы набирались в Москве, там тоже создавали проект, создавали бизнес. И вот прямого опыта набирались там, в Москве. И обучались там же, посещали мастер-классы, разные семинары. Вот. Платные и бесплатные, в общем, разные. Учились у разных тренеров. Вот. И, соответственно, набирали базу знаний у людей, которые уже чего-то добились, то есть достигли. Работники предприятия отмечают, что работа с молодым начальником идет слаженно, и несмотря на свой молодой возраст, Александр не уступает в опыте другим руководителям и сумел создать в коллективе благоприятную для работы атмосферу. Уже пятый месяц работаем. Конечно, нравится. Коллектив нормальный, молодые ребята все. Работаем. Работники, конечно, тоже приму с уважением. Ну, иногда бывают, конечно, маленькие такие, как бы, проблемы. Ну, проблемы везде всегда есть. То станок сломался, и Александра Ильича нет, как бы созваниваемся, уже говорим ему, что надо, и он уже привозит, как бы. Ну, Александр вообще со своими обязанностями справляется. Как начальник, он хороший человек. То есть люди более старшего возраста, я бы сказал, что рядом с Александром работал многих руководителей старшего возраста. Я бы сказал, что Александр лучше, чем я. Нормально, добрый человек. Как бы в трудную минуту поможет, выручит. Всегда. При необходимости отпустит во время рабочего дня, поможет. Работа несложная и не трудная. Как бы. Можно вполне справиться с этой работой, нетрудно. В коллективе атмосфера дружная, как бы все помогают друг другу, кто где не успевает, как бы помогает, бросает свою работу, успеваем, как бы делаем все нормально. Я хочу открыть свой бизнес, но денег нет. Не знаю, с чего начать. Не знаю, чем вообще заняться, чтобы это принесло результат. Такие вопросы чаще всего останавливают людей, и мысль об открытии бизнеса остается всего лишь идеей, не воплощенной в жизнь. Молодой бизнесмен готов поделиться приобретенным опытом, который поможет в решении всех этих вопросов. Это будут авторские мастер-классы по региону, не только по Гагаузии, по региону, возможно, будут. То есть как создавать, с чего начинать, где искать деньги, под какой процент их брать, брать ли вообще деньги или вообще генерировать или открывать бизнес, потому что есть разные бизнесы, которые в принципе не требуют вложений. Своим примером молодой бизнесмен показал, что бизнес можно открыть и в нашем регионе. Для этого нужно определить, какой товар будет пользоваться спросом, уметь налаживать отношения с людьми и, самое главное, со своим рабочим персоналом.